Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня заглянули в мастерскую народного художника Осетии, общественного деятеля, почетного старейшины Осетинской общины Петербурга Скифу Андрею Базаеву. Сейчас мы зададим ему несколько вопросов, покажу вам немножко его мастерскую. Танцы. Портрет Гергиева, портрет Кучиева, много работ, много. И старший Илья Андреевич. Скиф, здравствуйте! Сегодня получилось забежать в гости к вам, чтобы задать несколько вопросов, если позволите. Добрый день. Добрый. Скиф, первый вопрос у нас будет такой. Пожалуйста, подскажите, как за вами вообще закрепилось такое прозвище Скиф? Откуда оно пошло? И, пожалуйста, об этом пару слов расскажите. В 1974 году я был в армии и был старшиной роты. Что молодежи читают политинформацию, я читал им скифскую, аланскую историю. Вот один из них, Дорохов, меня прозвал истинный скиф. Вот оттуда я взял себе псевдоним Скиф. Сейчас над какими работаете картинами? Мы знаем, что недавно у вас в прошлом году буквально была большая выставка юбилейная, там было около 50 работ, вы сказали. Сейчас над чем работаете? Работ много, тематика разная. Около 10 работ я пишу одновременно. Пишу определенное время, откладываю, ставлю на видном месте. Спустя определенное время я возвращаюсь. Тематика разная, начиная от скифской истории, аланской, бытовой, лирической, любовной, и натюрморты разные тоже. Тематика очень разная. Скиф, а вот об этой работе, которая еще, я вижу, не закончена, Костах и Тагуров, пожалуйста, пару слов расскажите тоже. Это я начал месяцев 4 тому назад, и она не законченная. Здесь я хочу изобразить его, связано с историей, с нардским эпосом, потому что он очень хорошо знал нардский эпос. Вообще, в вашем творчестве любовь к Коста, она сразу видна. Я помню, несколько лет назад мы с вами встречались на мероприятии на возложении цветов в Костах и Тагуров. Вы тогда сказали такую замечательную вещь, которая не запомнилась. Коста, о Коста вы можете говорить вечно. Коста — это был тот человек, который сдвинул осетинские горы. О Коста да. Вы можете говорить днями и ночами. Да. Спасибо большое вам за это. Скажите, пожалуйста, на этот год какие-то планы есть у вас, мероприятия или выставки планируются? Что вот, какие у вас мысли? Этот год юбилея Коста Тагурова, 160 лет. Коста, на самом деле, два слова Коста. Коста — это гигантский человек. Мы до сих пор не можем понять его поэзию. Мы, когда что-то случается, мы возвращаемся к его стихам, куплетам. У него один куплет означает вся жизнь, палитра всей Осетии, начиная с юга до севера, и эпоха скифов, и трагедия Остинских, все это связано с Коста. Коста — это именно тот человек, ну, с кем даже сравнить я не знаю. С Пушкиным сравнить, он был гигантской внутренней энергией, поэтому мы его любим. В этом году запланировано в Доме армянской культуры, я уже заранее договорился, мы в октябре проведем, конечно, с молодежью, особенно активнее, чтобы показать, рассказать о Коста, сделать выставку и одновременно рассказать стихи Коста, рассказать о его творчестве, как гениального поэта, как художника, как общественного деятеля, как вообще человека, без которого ни один осетинский дом не может существовать. Потому что Коста — это наше все.
Скиф, этот год, получается, юбилейный будет день рождения куста, 160 лет. И я слышал, что вы, помимо художественных работ на выставку, подготовили, у вас есть какая-то инициатива, сувенирная продукция. Пожалуйста, об этом расскажите вкратце, что это будет и как это будет происходить. Ну, я, в общем-то, думал, что-то придумать, и придумал это не картина, а это будет сувенирная тарелка диаметром 26 сантиметров с изображением куста. Этот эскиз я подготовил и сделали один экземпляр. Но надо его выпустить, чтобы люди на этой выставке могли приобрести эту тарелку, сувенирную тарелку. Это не просто тарелка, это просто обжигом с красивыми красками портрет куста в шляпе. Это портрет, который он 1895 году последний раз был в Петербурге, снято в это время. И это один из моих любимых портретов, его фотографии. И чтобы вот выпустить хоть штук 100 этот портрет, вот портрет, который я, вот это портрет, он будет изображен на тарелочке. Да, этот эскиз у нас есть, я его вставлю обязательно, чтобы зрители тоже увидели эскиз. Да. Пожалуйста, подскажите, вот это все дело с изготовлением тарелочек сувенирных, я знаю, оно будет очень затратным. Как-то мы, телезрители, подписчики наши, смогут поучаствовать, если захотят, изъявить желание в этом сборе средств, чтобы это оказать помощь? Вы не возражаете, надеюсь? Казбек, я благодарен молодежи, что они откликивают. Задача что-то сделать. Если кто-то что-то поможет, пожалуйста, я вот эти эскизы жене за зарплату делаю. Это моя просто обязанность как осетина. Но через Коста мы можем еще и других национальностей привлечь внимание к Осетии, великой осетинской культуре, истории, скифской, аланской, сарматской, нашей Осетии. Что южное, что северное, это для нас одно и то же. От Ленинграда до Моздока. У нас должен быть все вместе красиво. И ребятам большое спасибо, Казбек, тебе большое спасибо, что занимаешься этим делом. Что-то делает, понимаешь? Мы теперь будем следить за новостями вашими и с юбилеем Коста, связанными с вашим творчеством. И обязательно мы разместим информацию, и кто-то из наших подписчиков изъявит желание посодействовать в финансовом вопросе с вашей инициативой, созданием сувенирных тарелок Коста Хитагурова памятных. Обязательно это сделаем. Спасибо вам большое. Обязательно встретимся еще. Вам спасибо. И в этой неделе был День Святого Острыджа, Хитагова Острыджа, вот это воскресенье. В Южной Осетии самый большой праздник Микол Галберта Бун Кашканата. Я вас всех поздравляю. Сахор Захнават и Иристун Розна. Спасибо большое. До новых встреч.